В основе программы, планируемой мною к реализации на площадке Общественной палаты, лежит понимание того, что российское общество, несмотря на 20 лет постсоветского развития, не смогло в полной мере раскрыть и реализовать свой гражданский потенциал. Эта проблема заметна невооруженным взглядом, как в общественном поле, так и в информационном. В общественном поле до сих пор сохраняется разобщенность и взаимная отчужденность различных социальных групп, поколений и даже народов, а в информационном поле идет целенаправленная возгонка межнациональной розни и противостояния. Данные проблемы достигали своей критической точки, пока их не затмили известные события на Украине. Возвращение Крыма в состав России, конечно, породило в российском обществе небывалый всплеск патриотизма и общенациональной консолидации. Однако, как только страсти на Украине улягутся, упомянутые нами проблемы вновь обнажатся во всей своей остроте. В случае, если общественный избиратель поддержит меня, я намерен на площадке Общественной палаты ставить вопросы скорейшего разрешения в информационном и общественном поле всех этих проблем. Я убежден, что не нужно недооценивать потенциал Общественной палаты и общественных сил России. Этому научил меня мой опыт. На общественном поле я уже 18 лет, а на площадке Общественной палаты в качестве общественного активиста работаю уже 4 года. Мне удалось вместе со своими друзьями и коллегами реализовать в палате десятки круглых столов и слушаний по самым актуальным проблемам, от земельных проблем до проблем радикализации молодежи. Нам удалось реализовать 2 мощных проекта «Мир Кавказу» и меморандум о неприменении насилия, связанных с выездами в самые отдаленные уголки России на Кавказе, малые города и отдаленные села. Я регулярно печатался на ярком информационном проекте «Трибуна Общественной палаты». В рамках реализации всех этих проектов родился и самый мощный на сегодня информационно-аналитический портал о Кавказе «Кавказская политика», ставящий своей целью актуализацию и решение общих для российского общества проблем, острее всего проявляющихся в ее самом сложном регионе – Северокавказском. Опыт, полученный мною на площадке Общественной палаты, помогает мне озвучивать собранные нами общественные запросы в эфире ведущих российских СМИ и предъявлять претензии нерадивым и безответственным политикам. Но и это не все. Мы с молодыми общественными активистами уже несколько лет как занимаемся сборкой и апробацией новой модели взаимодействия молодежных активистов из разных регионов на единой информационной общественной площадке. Опять-таки, в случае, если общественный избиратель поддержит меня, я намерен продолжать данную работу на более высоком и системном уровне, актуализацию самых острых проблем российского общества и обсуждение их на площадке Общественной палаты с самыми профессиональными экспертами, регулярные поездки в регионы, сбор общественных претензий и запросов на местах, инициирование общественных запросов во все властные инстанции, разработку силами экспертов и общественных активистов наиболее эффективных моделей решения самых актуальных проблем российского общества, разжигание межнациональной розни в СМИ, отсутствие должных возможностей для самореализации молодежи из регионов, безответственность чиновников среднего звена, недостаточная связанность друг с другом гражданских активистов из разных регионов, недостаточная зрелость российского гражданского общества, а также недостаточная активность в информационном поле существующих гражданских лидеров и активистов. Убежден, что в статусе члена Общественной палаты я при поддержке своих коллег смог бы более масштабно и полно реализовать все эти проекты, которые определенно помогут нам раскрыть и реализовать гражданский потенциал российского общества во многих сферах, в том числе и в информационной. Спасибо за внимание и поддержку.